Ну что ж, давайте поговорим мы с вами о ясновидении, да. Смотрю, мои коллеги в колокола бьют, что вот в первую очередь нужно развивать ясновидение, а потом учиться колдовать. Поэтому все идем на курс ясновидения. Да, в ясновидении, как и везде, есть плюсы и минусы. Итак, какие же плюсы? Плюс, безусловно, ты можешь просмотреть другого человека, даже если он находится в другом городе, в другом регионе, в другой стране. Достаточно всего лишь его фотографии. Да, такое имеет место быть. Ну, вот, ты можешь развидеть его энергетику, его там сферы жизни, денежные потоки, что, собственно, на данный момент у человека там происходит. Но на этом плюсики заканчиваются. И начинается суровая реальность в виде минусов. Какие минусы? Во-первых, очень сложно контролировать ясновидение. Да, со временем вы научитесь, но это время занимает год, чтобы включать и выключать тумблер, да, то есть когда тебе нужно просмотреть человека, тогда ты, собственно, и активизируешь свои вот эти ясновидения процессы. Ну, вот. Ты начинаешь видеть потусторонних сущностей. И вот это, наверное, самое сложное, самое страшное, к чему вам придется адаптироваться и уже жить с этим до конца своих дней. Вот представьте, лежите вы после душа, готовитесь ко сну. А тут раз, и в коридоре у вас появляется мертвый 4-летний ребенок. Почему? Ну, просто так он пришел познакомиться, посмотреть на тебя. Либо ты лежишь, спишь и чувствуешь какую-то тяжесть, что-то на тебя так давит, прям сильно давит. Поворачиваешь голову, а на тебе сидит бес. Почему? Ну, просто так. Ну, понравилось. Что, нельзя посидеть, что ли? И вот так происходит постоянно. Я недавно гостила у своих родственников, я видела это домового. Причем я не специально это, честно. Ну, вот. И они такую свистопляску ночью с кошкой устроили у меня под диваном, что я не знала, как я усну вообще. И вот с этим придется жить до конца своих дней. Многие не выдерживают, чтобы вы понимали. Психика летит в ноль. Просто первые 3 года в магии я столько страху натерпелась. С кладбищем, когда тоже нарабатывала связь, понимаете, сидишь такая, работаешь, а там раз и покойник из-за кустов. Почему покойник? Потому что кладбище старое, захоронение 60-х годов. Там никого не хоронят, никто не ходит. Вот так. И это суровая реальность, это обратная сторона магии, о которой я вам рассказываю. Поэтому, если вы готовы с этим жить, конечно, приступайте к магическим практикам, развивайте свое видение. Нет, даже не суйтесь. Вы просто станете живым мясом для кормления потустороннего мира. Вот, собственно, такой мой маленький опыт, которым я с вами делюсь. Вот и все.